Новостного двора Фролова Александра Семеновича и режиссера Калину Катерину. Спасибо вам. И, конечно, все административные и технические службы нашего дворца. А наша программа продолжается. И благодаря вашему вниманию фильм «Тайны татар Москвы». В России существует ошибочное мнение, что Москву основал Юрий Долгорукий. И историки об этом знают. Задолго до присоединения к Ростову-Суздальскому княжеству Москвы здесь существовало поместье Ивана Стефановича Кучки, этнического татарина по происхождению. Первое упоминание о Москве, содержащееся в Ипатьевской летописи, относится к 1147 году, когда она находилась в юго-западной части Владимира Суздальского княжества и явилась владением боярина Стефана Кучки, имевшего тюркские татарские корни. Состав прошла конная дружина, стяг Суздальский. Владения Кучки находились на важном пересечении многих военных, торговых дорог и водных путей. В этом месте проводил бой и торговый узел нескольких княжеств. Это, вероятно, и стало одной из причин казни боярина Стефана Кучки Юрием Долгоруким под вымышленным предлогом измены. С присоединением его земель к своим владениям и основанием на этом месте крепости. По другой версии, более вероятной, князю очень понравилась молодая красавица-жена Кучки. В порыве ревности Кучка избил свою жену и запер ее в чулане. Подозревали ее в симпатии к князю. Это и послужило поводом казни боярина Кучки. Его семья была взята в Суздаль с сохранением за ней всех прав на имение. Более того, князь Юрий Владимирович женил своего сына Андрея на дочери Кучки от первой жены Улите. Летописное предание